Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на день, на 24 марта 2020 года. Посмотрим, что будет происходить в этот день. Очень важный это будет новолуние, тем более в знаке Овна. Полное обновление, обнуление. Посмотрим, что ждет нас сегодня. Основная карта дня. Дополнительно для отношений, для работы, для финансов. Карта удачи, карта проблемы. Как решаем проблему и совет на день. Итак, основная карта дня — девятка пиковая. Карта говорит о том, что нужно будет сегодня обязательно почувствовать стержень в себе, на что мы можем опереться, что в нас есть такого, что может нас поддержать во времена перемен, что нужно оставить в своей жизни, что убрать, с чем распроститься. Если вот что-то в предыдущем месяце не принесло удовлетворения, не радовало, вот с этим нужно закончить, от этого нужно отказаться. И этот день, он больше располагает к тому, чтобы заканчивать дела, для того, чтобы обдумывать какие-то ситуации, планировать, проявлять уважение к себе, понимать, что мы хотим, как мы хотим развиваться, куда мы хотим идти, где мы хотим жить. То есть вот эти все вопросы, они будут выходить на передний план, и нам очень будет хотеться в этот день какой-то стабильности. Но только мы себе можем ее создать, и именно вот на это нужно сделать главный упор. Кроме того, эта карта у нас такой дальней цели, когда мы рисуем в своем воображении свою будущую жизнь. И не только мы представляем это будущее, нужно его распланировать обязательно. Даже если этот план не осуществится, все-таки это запускает процесс, и эта карта очень хорошо сходится как раз астрологически, да, с сегодняшним днем. Кроме того, это карта какой-то стабильной ситуации, надежных условий. То есть вот эту надежность нужно искать сегодня, нужно ее создавать, либо планировать жизнь так, чтобы она обрела как раз вот эту надежность и стабильность. Кроме того, иногда, возможно, сегодня потребуется храбрость или настойчивость, или решительность. То есть вот стоять на своем, быть очень стабильным, быть очень серьезным. Вот вместе с тем, что мы думаем о будущем, мы должны прям твердо стоять на ногах сегодня. Кроме того, здесь могут какие-то быть сложности с продвижением дел, да, может быть, что-то застопорится, что-то не будет двигаться, но, может быть, это и не нужно сейчас, как раз нужно подумать, прежде чем двигаться дальше. Кроме того, девятка всегда у нас завершение цикла. И карта всегда говорит, любая девятка говорит о том, что нужно обдумать все, что было сделано ранее, подвести итоги. Для отношений дополнительная карта девятка бубновая. Карта говорит о том, что в отношениях наконец прекращаются какие-то ситуации застарелые, допустим, не могли помириться, есть возможность закончить эту ситуацию, или, допустим, не могли договориться, то же самое. В общем, карта, с одной стороны, хорошая, если были какие-то проблемы, они заканчиваются, с другой стороны, карта может говорить о потере стабильности какой-то в ваших отношениях. Видимо, неясно будущее, неясны цели, неясны планы, и это вносит, конечно же, такую сумятицу в отношения. Кроме того, карта может говорить о том, что нужно какие-то отношения прекратить. Те отношения, которые вас не радуют, не доставляют удовлетворения и заставляют вас все время возвращаться к прошлому, или те отношения, в которых вы все время проявляете себя хуже, чем вы есть на самом деле, тоже вот карта говорит о том, что могут в этот день закрываться, какие-то события могут происходить, которые к этому могут подтолкнуть. Причем вот эта карта именно событий. Не люди в этом участвуют, да, а вот именно ситуация складывается, завершается. Для работы восьмерка пиковая, дополнение к девятке пиковой, говорит о том, что очень много вот будет зависеть
в работе от того, что происходит в обществе, что происходит с другими людьми, с работодателем, с коллективом, с клиентами, все, что происходит с законами. В общем, все здесь влияет. И карта говорит о том, что, возможно, придется либо переучиваться, либо что-то менять в деятельности. А также карта говорит о том, что нужно опираться обязательно на закон, на людей, которые как бы закону служат, юридические разные вопросы решают, да. Вот здесь нужно обязательно вот такую опору иметь, очень полезны связи, если их нет, то их нужно стараться заводить. Кроме того, здесь по восьмерке пиковой может быть какое-то решение какого-то застарелого вопроса. Карта может говорить еще и о каких-то сложных вопросах с документами, да, может быть, не можете что-то переоформить, или не можете, допустим, сдать экзамен, получить диплом, или пройти аттестацию. В общем, что-то здесь вот именно с работой связано, с документами, с бумагами, которые зависят от государственного решения вопроса. Может быть, это какие-то разрешения на деятельность, может быть, это какие-то разрешение на командировки, допустим, да, на дальние какие-то поездки. Вот здесь все сейчас может стопориться просто из-за того, что вот в обществе какая-то такая ситуация. Кроме того, карта связана, знаете, с группами людей, с толпой, да, то есть не нужно поддаваться настроению толпы. Но если вы, допустим, захотите как-то собраться вместе там, в коллективе, чтобы просто поднять себе настроение, да, то вот замечательное время вот для такой какой-то вечеринки. То есть поднимет как бы общий дух такой. Ну и также карта очень хорошая для новых связей. Да? Это может быть новые клиенты, звонки. В общем, бумажная работа или работа вот по сообщениям, по звонкам, это тоже все очень удачно будет. Такую стабильность будет вносить в деятельность. Также эта карта обширной аудитории. Может быть, кто-то будет выступать перед аудиторией, да? Может быть, чей-то голос будет очень важен, простите, в этот день. Кроме того, здесь еще могут быть решены вопросы, связанные с договорами, могут быть решены вопросы, связанные с какими-то высокопоставленными лицами, должностями, переездами. Ну, как бы переезд у нас здесь не переезд имеется в виду, а имею в виду поездки по работе. Допустим, вы хотели уехать работать в совершенно другое место, да, пока что это тоже не получается. Но в любом случае вот эта карта, она гармоничная, то есть обе карты, они все равно какую-то стабильность вносят в сегодняшний день. Для финансов выпадает туз червовый. Карта очень хорошая и связана она с какими-то получениями сумм, которые зависят от наших каких-то решительных действий. Может быть, то, что мы сегодня вот общаемся, знакомимся, заводим новые связи, да, находим новых клиентов, может быть, это дает нам деньги. То есть наша какая-то подвижность, наша решительность, смелость даже. Кроме того, эта карта еще может говорить о том, что может быть приобретение у кого-то машины, автомобиля, да, то есть сюда можете деньги тратить, либо наоборот продаете автомобиль и получаете деньги. Но в любом случае вот эта карта хорошая, это карта роста денег, то есть вы получаете прибыль за то, что вы делали ранее, и у вас есть возможность для того, чтобы эти деньги дальше у вас росли, то есть можно какое-то выгодное решение принять, либо появится человек, который даст возможность для роста денег, допустим, сделать какое-то предложение. Но в любом случае здесь вот важно именно обдуманно действовать и решительно действовать в финансах. И карта, конечно же, получения денег, но при условии, что вы вкладываетесь сами.
Удача у нас сегодня в короле бубновом. Эта карта как раз вот связана с деньгами. Покупки, продажи, коммерческие сделки. Если здесь покупки даже за рубежом, продажи за рубежом тоже очень выгодно, удобно. И вообще здесь удача в каком-то развитии, в продвижении, когда мы учимся, приобретаем новые знания в профессии. В общем, все, что нас выводит на новый уровень, это удачно. А может быть, здесь еще пока мы не делаем шаги, да, мы, может быть, еще просто обдумываем эту ситуацию. В любом случае у нас здесь удача вот именно в концентрации мысли на том, как мы будем жить дальше, как мы будем зарабатывать деньги, где мы их будем тратить и так далее, и так далее. И теперь проблема у нас дня в десятке бубновой – это как раз недостаток знаний, опыта. Ситуация меняется, ситуация обновляется, а у нас нет для этого компетенции, у нас нет как бы возможности чувствовать себя стабильным из-за того, что нам не хватает либо каких-то знаний, либо каких-то документов, либо не хватает профессиональных каких-то навыков. Кроме того, нам может просто не хватать понимания, знания о том, что будет дальше. И вот это, конечно, проблема для нас. Как решить проблему? По десятке червовой мы должны опираться на близких людей, на друзей и сами помогать всем, да, своим близким, чтобы было такое состояние взаимной поддержки, взаимной заботы, понимание, что мы сделаем все возможное, что необходимо, всему научимся, решительные действия мы совершим, все обдумаем на завтра и на будущее. В общем, здесь у нас действительно все упирается в сохранение спокойствия и поддержание себя и своих близких. Также карта говорит о том, что удача будет еще, вернее, решится проблема только тогда, когда мы будем сами себе помогать, когда мы будем относиться к себе с любовью, с уважением, обеспечивать свою безопасность, заботиться о себе так же, как мы заботимся о близких людях. И совет на день дама червовая. Дама червовая говорит о том, что будут перемены в этот день 100%. Может быть, они еще пока в зачаточном состоянии, потому что девятка – это у нас как бы подведение итогов, это точка такая перехода от одного периода жизни к другому. Но все-таки здесь перемены уже происходят, пусть они даже какие-то внутренние перемены, пусть они еще пока не проявились. Особенно эти перемены будут касаться дома, близких людей, поездок, переездов, детей, воспитания и так далее. Там недвижимости, да, недвижимости, которую мы передаем своим детям, покупаем для семьи, получаем в наследство. То есть вот здесь тоже могут быть такого рода перемены. И совет этой карты как раз настраиваться на то, чтобы чувствовать себя стабильным именно в сфере дома, в сфере недвижимости, в сфере общения с близкими людьми. То есть это самое главное, оно выходит на первый план. Правильно, мы должны учиться, мы должны добиваться большего, мы должны зарабатывать деньги и думать о том, как мы их будем зарабатывать. Но все-таки опора наша и стабильность, она именно в семье, в близких отношениях и в своей собственной крыше над головой. Вот о чем нужно подумать, говорит карта. Друзья, желаю вам прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!